Чингис Кабаев получил тяжелейшие травмы головы и ног в результате обрушения надземного перехода на территории компании FM Logistic. Он был на волоске от смерти, несколько суток лежал в коме. Ему экстренно была проведена трепанация черепа, удаляли гематому. После того, как Чингис пришел в себя, врачи-травматологи провели операцию на ноге. И что жив, я не знаю, я не вижу границ счастья. И как я буду только на ногах стоять, и я больше мне ничего не надо. Благодаря золотым рукам врачей Чингис идет на поправку. Спасибо соотечественникам за моральную поддержку. Дай Бог, чтобы наша страна встала на путь развития и чтобы все мы вернулись домой. После пережитого Чингис понял, что здоровье бесценно. Между тем, на сегодня идут активные переговоры с компанией о материальной компенсации и о дальнейшей реабилитации пострадавших. По предварительной информации, Чингису на год обещают снять квартиру в Москве и выплачивать зарплату. Кроме того, компания берет на себя все расходы на реабилитацию. В отношении тяжелобольных какая помощь оказывается с вашей стороны? Опять же, мы ведем переговоры сейчас с родственником одного самого тяжелого пострадавшего, но совершенно точно мы будем в течение года заботиться о его маме, которая вместе рядом с ним находится. И обязательно мы обеспечим нормальную реабилитацию и лечение этого парня. И остальных тяжелобольных? Пока у нас нет переговоров с остальными, да. Кроме Чингиза в больницах остаются еще трое тяжелобольных. У Болотбека Кадаркулова травма позвоночника, у 16-летнего Аламбека Мамбетова переломы тазовых костей, у Сабиры Исмаиловой раздроблена стопа. Все они нуждаются в длительной реабилитации и материальной компенсации. Их семьи остались без кормильцев. Плохо будет, если я буду сидеть, то плохо будет. Только лежать после кастета можно только лежать и ходить по чуть-чуть. Но резкие движения тоже, кажется, нельзя делать. И врачи что говорят? Сколько вы еще будете придерживаться постельного режима? Ну, пока 2 месяца лежать надо, нельзя ходить. На сегодняшний день сейчас в больницах, сегодня остается у нас 4 гражданина Кыргызстана. Мы отдельно будем оформлять запрос, то есть по итогам всех выписки, и, соответственно, будем дальше работу вести по этому направлению. На сегодня единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей от компании получили 139 человек из 160. Между тем, следствие по этому делу продолжается. Параллельно ведет свою работу трудовая инспекция. Дело на контроле посольства Кыргызстана в России и службы миграции. Их сотрудники консультируют и оказывают всяческую помощь соотечественникам. Мирбек Мулдакунов, Асхар Уланулу, Алту 24, Московская область.